На грани риска. Экипажи в погоне за секундами рискуют попасть в песчаную ловушку. Аравийские дюны еще никого не отпускали без поломок. Грузовик Эдуарда Николаева не подвел и доехал до финиша. Без технических проблем, к сожалению, тоже не обходимся. Машины новые, да, есть нюансы, но нюансы и в пилотировании, да, тут и моя ошибка как бы была, что не доглядел, не разглядел, вовремя не притормозил, вот, но тем не менее тоже этот узел будем пересматривать, немножечко усилим. Думаю, что уже больше с такими вещами сталкиваться не будем. Седьмой этап стал отправной точкой для второй половины Дакара. Впереди организаторы ралли-марафона обещают самые тяжелые испытания. На финише лучший результат дня показал экипаж Антона Шибалова. Действительно, очень сложная навигация. Все, наверное, из участников столкнулись с ней. Но мы, честно говоря, сегодня вроде как справились, потому что несколько раз встречали наши грузовики, крутились. Другие видели, что имели проблемы, то есть попадались. Но и джипы, мотоциклы, все. То есть мы сегодня вроде как четко, ровно проехали. В двух местах были запинки, не взять вот этой точки, но небольшой крюк сделать. Но это, я считаю, минимальные потери на сегодня. За спиной у экипажа автомобильных зачетов остались 2000 боевых километров. И не все участники смогли добраться до бивуака в Эр-Рияде. Дакар возвращается к своим истокам, но при этом каждый год появляются новые сюрпризы. Мгновение решают все. К примеру, на одном из спецучастков Николаев заменил колесо, притом меняют его сейчас ребята почти там за 4 минуты. Это супер, хороший результат. Колесо весит 150 килограмм, такое количество гаек. Но это сразу его отбросило на 7-ю позицию. Поэтому нет сейчас мелочей. Нужно тщательно подходить к изменению подготовки техники. В общем зачете первые 3 места за камазовцами. Сотников, Николаев и Шибалов расположились друг за другом. Сегодня команды проедут по экзотическому маршруту Аль-Давадиме, Вади-эль-Давасир. Алмаз Гафятов, ТНВ, Саудовская Аравия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.